в соответствии с теми документами, которые были подписаны абхазской и российской стороной, продолжен процесс работ по части, связанные с реализацией инвестпрограммы, вопросы, связанные с теми мероприятиями, которые были предусмотрены по линии инвестиционного агентства, где практически работы 3 банков существенно сказываются на экономическое состояние Абхазии. Я думаю, что те вопросы, которые мы обсудили, позволят нам думать о том, что работы идут в достаточно позитивном русле, но хотелось бы, чтобы наши люди почувствовали в ближайшее время все то, что мы делаем сегодня, быстрее бы сказалось бы на качестве жизни и на бюджетных возможностях нашей страны. Я рад отметить, что сегодняшняя встреча наша проходит на очень позитивном фоне. Я уже поблагодарил за это президента Абхазии, потому что действительно развернуто очередной этап инвестиционной программы. Финансовые средства поступили от России, подготовлена качественная документация по всем этим объектам, значительная часть которых это инфраструктурные объекты, что, мне кажется, очень важно, потому что социальных объектов построено достаточно много. Сейчас для экономического развития важен фундамент именно в виде хорошей инфраструктуры. Это важно и для туристического сектора, и для любого другого экономического сектора, в том числе и промышленного. Также уже президент это отметил. Мы рады сказать, что инвестиционное агентство, которое занимается вложениями денег российских, в том числе инвесторов в Абхазию, развернуло свою работу. У нас одобрено проектов более чем на 1 миллиард рублей. Это и гостиничный бизнес, это и пищевая продукция, сельское хозяйство. Джем уже делают, правда, до сих пор я их не попробовал, но надеюсь, что в этот приезд банку другую получу в качестве подарка. И это все на самом деле радует, и радует главное то, что у нас слаженная работа очень идет. Вот мы сейчас сидели, обсуждали даже, честно говоря, обычно в любом совещании присутствует какой-то элемент тревоги, проблем, задач, острых задач, споров, дискуссий. У нас этого всего нет не потому, что нет проблем, а потому что по всем проблемам мы хорошо друг друга понимаем и действуем абсолютно слаженно. Это очень большое достижение. И также приятно отметить, что в республике сейчас очень благоприятный политический период. Мы видим стабильность политическую, что тоже критически важно для развития республики, ее экономики и ее социальной жизни. По поводу выдачи гражданства жителям Абхазии, ведь в базовом договоре есть такой пункт, согласно которому по упрощенной схеме. Скажите, когда возобновится этот процесс? Спасибо. Я думаю, тут президент более точно сможет ответить на этот вопрос. Документы готовы, они находятся уже практически в кабинете министров, и я надеюсь на то, что и российская, и абхазская стороны в ближайшее время закончат решение этой задачи. Может ли Абхазия, учитывая взаимоотношения, дружеские взаимоотношения между нашими странами, рассчитывать на поддержку России в вопросе укрепления и развития контактов с регипатриантами из Турции, также способствовать их возвращению на историческую родину? Знаете, этот вопрос, мне кажется, должна решать сама Республика Абхазия со своими, так сказать, соотечественниками, как у нас в России принято это называть. Насколько тут заинтересована может быть Россия, тогда надо России объяснить, а в чем ее интерес в возвращении репатриантов. Если вы нам расскажете об этом, мы дадим свою оценку. Ну, я могу сказать одно. В тех процессах, которые были за все предыдущие годы, нам никто не ставил палки в колеса. Абсолютно. Подчеркну, это все зависит от нас, насколько мы сами будем готовы. Владислав Юрьевич, как вы оцениваете исполнение абхазской стороной инвестпроектов? Я уже сказал об этом, мы оценим весьма позитивно. Сейчас без всяких там комплиментов могу сказать, здесь нет никакого приукрашивания, мы очень хорошо взаимодействуем. И мы видим всю информацию, мы видим прозрачно, как используются российские деньги, у нас нет претензий. Как исполняется договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, который был подписан 2 года назад? Вы знаете, в самых лучших, как говорится, тонах, если говорить, эта работа проводится. И это касается и вопросов безопасности, это касается вопросов пограничного сотрудничества. Я думаю, на одном конкретном примере. Мы долгое время говорили о тех пограничных переходах, которые были в свое время открыты. И сегодня Россия, благодаря ей и помощи России, которая была нам дана, были организованы работы по
той же дороги, которая связала практически Галский район со всеми остальными селами. И закрытие постов никак не сказалось. И здесь, я думаю, что как раз-таки есть работа в этом сотрудничестве, как раз и прослеживается готовность и России дальше продолжать с нами работать по многим направлениям и вопросам, связанных с безопасностью. Что касается Минобороны и темы безопасности именно в этом направлении, здесь активно идет работа. И многое зависит, и я еще раз говорю, от нас самих тоже. И здесь тенденция положительная. Пограничное сотрудничество, пограничные, говорится, работы, которые проводятся, дадут положительный результат. Как вы оцениваете нынешнее состояние российско-абхазских отношений, что нужно сделать для их активизации? Некоторые говорят, в том числе и в оппозиции, что сейчас уровень взаимоотношений не такой, как был раньше. Это абсолютно не так. Тот договор, о котором только что шла речь, это как раз был показатель перехода этих отношений на более высокий уровень интеграции. И, собственно, подписывал его Владимир Владимирович Путин и президент Абхазии Равиль Жумович Хажимба, поэтому это все произошло в эту эпоху. Мы сейчас очень успешно движемся по всем секторальным соглашениям, хорошим темпом. Социальная интеграция возрастает, это уже, надеюсь, жители Абхазии почувствовали. У нас идет и увеличение пенсий, и ряда выплат бюджетных. Также мы ждем, что это уже на российской стороне, здесь, как говорится, мяч, что будет также ратифицировано и доработано до конца соглашение о медицинском страховании, я думаю, которое позволит качественно поднять уровень медицинского обслуживания, фактически вывести его на общероссийский. Это довольно дорогостоящий для России будет вопрос, но мы будем его решать, безусловно. Я думаю, что динамика абсолютно позитивная, я просто называю примеры. Есть соглашение с Минобороны, о котором было уже упомянуто. Это очень серьезный шаг вперед, создание совместной группировки. Эта совместная группировка будет иметь современное оружие, она будет модернизироваться. Это тоже предусмотрено планами этим договором. Мне кажется, очень высокий уровень. Всегда есть к чему стремиться, но сейчас наши отношения достигли большого прогресса, я считаю.